Сегодня 29 октября, утро. Я еду на остров Кукут, до которого 270 километров. Давайте посмотрим, сколько здесь. 9554. Мой план такой: я должен до 12 успеть на причал Ваймсок. Оттуда, собственно, ходит паром на Кукут. Я в 30 километрах от Чантабури. С погодой повезло, видите, солнышко и облачно чуть-чуть. В районе Районга моросил маленький дождик. Вот, а сейчас уже дождика нету. Погода просто идеальная, потому что облачно, поэтому не слишком жарко, нельзя сгореть. И нет дождя. Надеюсь, так и будет продолжаться все эти дни, пока я буду на Кукуде. Собственно, вот билет за 350 бат. Отправление 12:30. Это компания Кукут Princess. И вот мой мопед. Заплатил сверху еще 200 батов, чтобы разрешили перевести мопед. Вот такую наклейку дали, я приклеил. Так что, в принципе, переправа на Кукут не обойдется в 550 батов. Я еду по пристани Ваймсок. Отсюда сейчас поедем, вернее, поплывем на Кукут. Вот, собственно, мой мопед затаскивает на кораблик Princess, на котором сейчас будем плыть. Okay. Вот он. Тут хотя места стоячие, зато прохладнее и вид лучше. А вот так вот выглядит первый этаж с сидячими местами. Пойдем насаживаться. Километраж 9844. Народу мало, время 2:30. Успешно приехали, привезли байк, дождя нету. И он, в принципе, пока, как кажется мне, не собирается. Так что все отлично. Вот, пожалуйста, сзади маленькие бунгальчики. Хотя это и внутри острова, достаточно глубоко. Подъехали к месту, где вот такая вот надпись. И давайте поедем к Лонгчау Waterfall. Посмотрим, какой там водопад. Подъехали к такому месту. Домик на воде. Я так понимаю, что вот, скорее всего, водопад, который здесь есть, дает начало вот этой реке. Возможно. Может быть, я ошибаюсь. Вот мопед мой. Без 24. Я, собственно, нашел комнату, где я буду жить. Это, значит, гестхаусы Лонгчау Garden View. Вот там вот находится главный офис. И вот сейчас я покажу комнату, какого она плана. То есть есть свет, есть вентилятор. Есть вот здесь вот кровать, ну, матрас, скажем так. Есть санузел, типа бунгало. Цена вопроса здесь
300 батов. То есть она вначале говорила 400 батов, потом я сторговался на 300 батах. Она просила никому из соседей не говорить. Ну и раковина, соответственно. Каменистая дорога к водопаду. Клонг Чао Waterfall. Ну а вот и сам водопад. Ну вот это чудо природы. Водопад на острове Кокут. Причем он имеет несколько уровней. Если подходить очень близко, то становится сложно дышать, потому что там очень влажный воздух. И вот когда дышишь, вот эти брызги воды, они попадают в легкие, и поэтому очень сложно дышать. Успокаивающий звук падающей воды, под которым можно медитировать. И вообще вот эту картинку можно поставить как заставка на Windows, на рабочий стол. Такая динамическая картинка. И именно с таким звуком. Уже темнеет, и мне поэтому надо возвращаться домой. Вода с водопада далее течет вниз. Среди таких огромных булыжников вода находит себе путь и отправляется в море. Возвращаемся с водопада Клонг Waterfall. Вот этот звук, слышите, такой скрипящий, свистящий? Это какое-то насекомое шумит, очень много этого насекомого здесь. Но, в принципе, если привыкнуть, то нормально так. Солнце уже зашло. Вдалеке видны вот такие вот зелененькие штучки. Это рыбаки рыбачат, включают такой свет. А это, соответственно, ужин. Спагетти с курицей, яичница и вода. Ну, все это стоит 140 батов. Темнеет рано, света не так много, поэтому нужно иметь фонарик и помнить места, где ты собираешься ночевать.
Ну вот тот пляж, на котором я был вчера вечером. Собственно, в 100 метрах от места, где я живу. Кстати, то место, где я живу, это вообще центровое место, я так понял. Там буквально 3 километра вглубь острова от него до водопада и 100 метров вот до этого пляжа. И всего 300 батов за сутки. Статуя Будды. Лестница вниз, которая идет к поселку. И, собственно, все это ради вот этого храма, который еще не является действующим. Это Кукут Ауфрау Бич. Прекраснейшее место. С каноэ, с надписями на русском, с огромными пальмами кокосовыми. С тенью от этих пальм, которые не дадут сгореть на солнце, с лежаками, с качелями. Тоже качели. И вот с таким вот деревянным пирсом. Здесь вот, естественно, тоже лежаки. Есть еда, есть гестхаусы, такие бунгало. Очень симпатично. Люди вот строят еще некоторые сооружения, потому что хай-сезон еще не наступил. И поэтому люди готовятся к высокому сезону. Давайте пройдемся по этому пирсу и, наверное, здесь задержимся на какое-то время, потому что, ну, хочется тут поплавать точно. Да. Вот смотрите, там рыбки. Во. Плещутся в воде. Ну что, я пошел прыгать. Ракообразный, либо паучок. Их тут очень много. Вот он бежит. Опа. И вот в таких дырках они живут. Это Ауфрау Бич. И вот здесь вот такой вот большой достаточно крабик. Опа, побежал. Боевой такой весь. Смотрите, какой прикольный.
Клешнями только не кусай своими, ладно? Ну покажи, что ты умеешь. Давай, давай. Опа. О, встал обратно на ноги. Лежать. Опа. Вот как легко он уже такую маленькую ямку выкопал. Опа. Он пошел в мою сторону, я решил ретироваться. Он опять идет в мою сторону. Он решил напасть и прогнать противника. Вот там вот каноэ лежат. Это Ауфрау Бич Резорт. Цена вот этого обеда 200 батов. А территориально мы находимся, вот видите, где синяя штучка. Вот здесь. На острове Кукут. Опа-на. Это место тоже недалеко от Ауфрау Бич Резорт. В принципе, это тоже пляж Ауфрау, только другой его конец. Здесь есть гамачок, на котором я нахожусь под сенью деревьев. И вот этот пляж. Ауфрау Бич. Ну, полазим чуть-чуть. Ну и вот тут открывается такой вид. Внизу в воде вот прям стоят такие домики. Вот, кстати, вот смотровая площадка, откуда я до этого снимал. Вот это вот здание.
товарищ заправляет бензином. За 2 бутылочки 100 бат. Одна бутылочка 50 бат. Okay, cup on cup, cup on cup. Thank you very much. Это юго-восточная часть острова. Вот такие здесь горки. Вот это вот место. Направо Банауфрау. Это вот где чудесный пляж. Налево у нас, соответственно, юго-восточная часть острова, где мы только что были. Ну и вот это на север дорога. Любителям убить либо испачкать свой мопед, Кукут тоже представляет такие возможности. Вот еще один пляжик недалеко от пляжа Ауфрау. А это уже Siam Beach Resort. Отличнейшее место. Впрочем, как и все места здесь на острове Кукут. Вдали стоят корабли. Там есть каноэ в аренду. Здесь мопеды, кстати, дают в аренду 300 батов за сутки, 500 батов за 2 суток. Вот здесь интересный способ добычи чего-то. Я не знаю чего. Каучук, не каучук, еще что-то. В общем, видите, вот туда внутри такая белая штука. Она капает вот отсюда, из дерева. И вот так вот вокруг идет зарубки. И вниз все это капает. И это не только на этом дереве. То же самое. Саудикап. То же самое вот здесь вот. Ну, некоторые вместо этого ставят такие кокосные. А здесь что-то другое. Очень симпатично. Вот сейчас он продемонстрирует. Вот он что-то делает. И после этого, видите, течет. What is this? Вот по-английски они не говорят, но тем не менее что-то очень интересное, беленькое. Опа, опа, о. Very good. Cup and cup. Thank you very much. Солнце уже почти село. Здесь уже видно, что все каменистое. То есть это явно не пляж.
но тем не менее достаточно симпатично. Вот сзади такой шоп, в котором продают морскую еду, seafood. Вот, люди играют в волейбол. Освещения нету, поэтому максимум час они, наверное, смогут поиграть. Здесь буквально везде вот такие вот стоят штучки, чтобы получать, я так понимаю, каучук, латекс. Хотя, может быть, я ошибаюсь, поэтому лучше это перепроверить. Вот такое вот белое вещество с этих деревьев в них капает. Вот интересное место с большим количеством ракообразных. Люди катаются на каноэ. Такие вот пирсики стоят. Вот там, видите, крабики. Греются на камнях. Они были на том камне, на котором я стою, но вот все они убежали. Хотя вот один присутствует там. Видно, да, его лапки? Рыбачок. Саудекап. Вот они поймали фиш. Вот там вот куча крабов. Судя по всему, это насекомые живет в деревьях, потому что вот около деревьев такой шум все время. Вот он выловил рыбку. Выехали вчера утром из Паттайи. Проехали мимо Районга, Кваенга, Чантабури, Трат заехали. И потом поехали в Вайам Сок. Вот это вот место, Вайам Сок. И вот видите, рядом вот это вот, как голова слона, это остров Кочанг. Дальше вот Комак. Посередине между ними вот этот вот крестиком остров. Вот он. И вот сейчас мы находимся на острове Кукут. Собственно, вот в этом месте находимся. 31 октября, утро. Едем на водопад. Водопад Кукут днем.
еще второй водопад. Сейчас на него пойдем. Вот здесь вот второй водопад, Клонки Waterfall. Сейчас покушаю салат из папайи и поеду туда. ได้จะบอกเขาอะ One more time, please. What is name? This is name. สาคูไส้หมู Вот это вот дорога на второй водопад, более мелкий. А вот, собственно, и сам водопад. Вот на этот водопад, который поменьше, идет вот такая вот лестница наверх. Водопад тяжелый. Давай сейчас будет прыгать. Вау! Ну я бы так не рискнул. Good. Very good. Вот он, Клонки Waterfall, второй по размеру, ну и, собственно, второй из двух водопадов на острове Кокут. Божественный водопадик, тоже он мне нравится, хотя он поменьше. Вот здесь спуск к водопаду. Но я хочу, чтобы вы послушали звук. Бан ай-яй-яй. มันมืดดูหัวดิ Это рыбацкая деревушка на Кокоде. Очень много детей. เดินไหวเปล่าจะพาเดินสุดเลยไปดิ О. Ракушки.
Да, хорошо быть рыбаком в Таиланде. Видите, там еще саженцы. В таких красивых местах жить. В лодке, на воде. Хоть и бедно, но... Кстати, не особо бедно, у всех есть мопеды, пикапы есть. Не у всех, конечно, но на несколько семей один пикап точно есть. Сегодня рыбаки. Рыбка плавает. В Рубовецкой деревне на Кукуде. Бан Аояй. Кокосы везут. Сегодня 1 ноября, время около полудня. Сегодня последний день на Кукуде я нахожусь. Завтра с утра я поеду в Бан-Ао-Салат и оттуда отчалю в Лайм-Сок. Это вот Кукут-Элэй. Тоже интересное место, хотя здесь нету песчаного пляжа. Вот. Здесь очень удобные такие зонтики, чтобы не пекло солнце. Можно нырять в воду, можно, видите, спускаться по лестнице. Можно вздремнуть здесь ночью, прямо под открытым небом. Смотрите, здесь плавает огромное количество рыб. Прямо косяками целыми. И самое интересное, это вот цвет моря, как он меняется. Вначале светлый, потом темный, потом опять светлее и так далее. В зависимости от глубины. И от расстояния, от освещения. Вот здесь живут вот эти вот рыбаки, которые там собрались, беседочки и болтают. Они не такие уж и бедные, видите, у них пикапы стоят. Все бунгало, которые сдаются в аренду. Это место Нумлео-Пьер. Я здесь снимаю, чтобы показать, как выглядит остров со стороны. Опять же, красивейшее, чистейшее море. Песчаный пляж, высокие пальмы. Причем пляж здесь свободный, то есть здесь нет никаких гостиниц. Тут вдоль пляжа
Прямо вот есть вот такой вот подбитый самолетик. Ну, либо разобранный, сданный в утиль. В принципе, все оборудование выкрутано. А дальше здесь, естественно, пляж. Это место называется Нгая Пьер, что ли, вот на букву Н начинается, я точно название забыл. И вот сюда подъезжает, видите, кораблик, Кукут Экспресс, скорее всего. На этом кораблике мы завтра в 10 утра уедем. На острове есть места, где вообще нету, значит, гостиниц никаких, а тупо живут тайцы. Трактора там разные стоят, домики их. Но тем не менее места тут тоже очень красивые. Немножко попробуем проехаться. Вообще ездить на Кукуте одно удовольствие, потому что движение не такое уж большое, дороги такие завихристые, с подъемами, с перепадами. Есть песок, по которому практически невозможно поехать. Есть вот такая вот дорога, вот такого плана дороги. Есть просто земля, ну, то есть разные вариации, и ландшафт тоже меняется. Вот есть вот такие вот пальмы, видите? И вот тут, видите, уже дорога совсем другая, такая проселочная местность становится. Здесь уже сложнее. Это еще один храм. Вот такая вот интересная башенка. Но тем не менее очень оригинальная. Вот он храм. Эхо очень хорошо отдается здесь, в этих стенах. Тут изображение Будды. Там есть статуя. Здесь какая-то дырка. Это место Банао Салат. Недалеко здесь как раз находится пристань. И здесь находится статуя Будды. Очень большого размера. Сейчас я покажу вам. Но вначале сниму вот эти домики, в которых живут местные люди. На сваях тоже стоят. И вот он, огромный большой Будда. Видите, какой большой. Здесь, собственно, Будда поменьше. Причем Будда не железный, я вот специально трогал, а он именно из такого твердого материала, смотрите. Да, и смотрите, здесь интересно, здесь по годам. Год обезьяны,
Год козы, год лошади. Рыбаки рыбачат. Вот еще одна деревушка около салат, банного салат. И здесь вот видите, валяют рыбу, что ли, таким вот образом. Она уже не у самого моря. Там, правда, вот выход к морю уже вот туда, в ту сторону. Тем не менее, не у самого, внутри острова. Здесь как-то победнее, чем в предыдущей рыболовецкой деревушке. Ну ладно, пойдем отсюда. Я на одном из пляжей Кокуда. Сейчас время где-то 5 часов. Сегодня 1 ноября 2013 года. Солнышко уже садится. Вот, в принципе, через полчаса уже будет закат. Ну вот он уже закат. И очень красивая картинка. Плывущее каноэ на фоне заката. Просто красота. Юные каноэщицы так еще и не разобрались, как его возить. А солнце, видите, уже там вот облака внизу, и они под них. Солнце под облака и под горизонт. Это мне одному видится или там что-то есть? Вот лодка плывет, да. И там вот что-то такое непонятное. Вот где голова человека, вот все, солнце исчезло. Вот что-то торчит из воды. Видите, торчит из воды в центре кадра. Все, солнца больше нету.
Появится оно в 6 утра с другой стороны. И примерно вот в этом же месте оно завтра и исчезнет. Кое-где уже включили свет. Народ постепенно расходится. А лодка продолжает плыть. Ну что ж, пришел прощаться с моим временным жилищем Клонг Чао Гаден Вью. Здесь я ночевал 4 ночи. Заплатил за это 1200 батов. Находится это где-то в 3 километрах от водопада основного. Клонг Чао Waterfall. И в принципе вот там вот уже море. Вот видите там, если посмотреть, вот там, видите, уже море видно. Вон оно там. Не первая линия, но зато и водопад рядом, и цены дешевые. Вот мой мопедик на Кукут Экспресс. Скоро мы отчаливаем в трат. Видите, рядом там корабль с мусором. Жестяные банки, там другие банки. Все отсортировано. Ну, цена 550 бат вместе с мопедом. 350 за меня, 200 за мопед. Еду на лодке Кукут Экспресс. Вот здесь, собственно, видно, что мы находимся между Лаймсоком и островом Кукут. Вот наша лодка движется. Вот как все это делается. Ребята профессионалы своего дела, знают, как выгрузить, погрузить. Просто супер. Ну ладно, сейчас мы едем уже в Паттайю, 272 километра отсюда с Лаймсока. Едем в Паттайю. Я надел кофту, потому что сильная жара, чтобы не сгореть полностью. Ну что я могу сказать? В принципе, уже могу подвести итоги. То есть паром 1100 туда-сюда, переправа. 1200 это у нас, собственно, на 4 дня аренда бунгало. Плюс бензин, ну где-то 600-700 батов. И плюс еще еда где-то 1000 батов соседних, 1200 где-то так. Вот если все это посуммировать, то вот такие вот затраты за 5 дней получается. Да, кстати, чуть не забыл, давайте посмотрим на спидометр. 10 тысяч 3 километра. Вот мы только что, видите, вот там вот причал, от Лаймсока отъехали. Это нужно, чтобы я посчитал, сколько я на острове катался. Здесь что-то видно. Это здание какого-то вуза.